Доброе утро, ребята! Меня зовут Марат Кашапов. Я руковожу региональным отделением Банка России, того самого банка, который выпускает рубли и следит за тем, чтобы они были устойчивыми, не обесценивались. И сегодня я хотел бы рассказать вам о деньгах, об истории денег. Деньги – это, пожалуй, одно из таких значимых открытий, изобретений в истории человечества, в ряду с приручением огня или освоением колеса, изобретением письменности, электричества. И сегодня сложно представить себе жизнь без этих явлений. Но представьте себе, когда-то люди жили без денег. Древние люди обменивались теми продуктами, которые они производили, выращивали или ловили. Но вот такой обмен был не всегда удобен прямой. Предположим, рыбаку надо было бы приобрести посуду для того, чтобы хранить рыбу. Он обращается к гончару. Гончар скажет: ну, мне твоя рыба не нужна, мне нужна пшеница. И вот этот поиск нужного товара для расчетов мог бы затянуться. Так что, и, знаете, рыбка-то и могла и испортиться. Поэтому люди вот в условиях таких вот поисков наконец-то нашли такие товары, которые стали деньгами. В истории человечества обычно это были товары наиболее распространенные в данной местности, всеми признаваемые и, что очень важно, сохранные. Например, это были зерно, скот, пушнина в России. Кстати, в языках многих народов мира мы знаем, что понятия, обозначающие эти товары, одновременно означают как раз богатство или деньги. Ну, возьмем такую денежную единицу, которая ходила на Руси, она называлась куны. И это же самое слово обозначало известного нам пушного зверька, куницу, которая, кстати, есть на гербе нашего родного города Уфы. А вот в башкирском языке слово «мал», «скот» означает не что иное, как еще и богатство, имущество, деньги. 3500 лет назад китайцы использовали как деньги ракушки, которые выбрасывало море, такие красивые маленькие ракушки, каури. Вот поиск таких более ценных, более сохранных, более компактных средств для обмена между товарами привел к тому, что такими товарами стали выступать металлы, драгоценные металлы. Сначала украшения были, потом из них делали, переливали их в слитки. Слитки эти калибровали по разным размерам, по разным весам, для того, чтобы было удобно рассчитываться. На этой основе возникли сначала монеты из драгоценных металлов, из золота, из серебра. А затем золото и серебро тоже с собой было возить неудобно. Фактически расписки, бумажные деньги, которые были обмениваемые на золото и серебро, стали служить такими заместителями как раз товарных денег. И вот сегодня мы живем уже в эпоху, когда мы не помним, что золото и серебро было деньгами или какие-то там товары. Мы пользуемся монетами из недрагоценных металлов или банкнотами, напечатанными на бумаге, и они уже более не разменны на драгоценные металлы. А что же тогда лежит в основе их ценности? В основе их ценности лежит такой негласный договор между людьми, что, например, на банкноте, на которой написано 1000 рублей, вот она и стоит 1000 рублей. А примерно такой же кусочек бумаги, на котором написано 5000 рублей, стоит 5000 рублей. Это договоренность. Конечно, эти деньги защищены, и нельзя их подделать. Но, что очень важно, вот сила этих денег определяется доверием к государству, которое выпускает эти деньги, и которое следит за тем, чтобы цены не росли слишком быстро и деньги не обесценивались. Сегодня монеты и банкноты выпускают центральные банки. У нас это Банк России. Но это не все деньги, которые имеются у нас в стране. Наличные деньги, которые мы с вами можем поддержать, это очень незначительная часть всей денежной массы. А основная часть денег как раз хранится в другой форме. Их мы не можем увидеть. Это обезличенные деньги. Деньги на счетах в банках. Это такие записи, где записано, что у такого-то гражданина или у предприятия определенная сумма денег. Как раз электронная форма денег позволяет их использовать, не выходя из дома, со своего компьютера или с мобильного телефона, для того, чтобы
рассчитаться за товар, что особенно важно сегодня в условиях самоизоляции, когда мы, сидя за столом на диване, можем заказать любой товар к себе с доставкой на дом. Современная и очень удобная форма безналичных денег – это банковские карты, которые изготовлены на пластике. Они позволяют нам рассчитываться за товары в магазинах, в интернете или получить те же наличные деньги в банкоматах. Да, деньги прошли удивительный путь. От ракушек к электронным формам. Но в любую эпоху люди знали, что надо относиться к ним бережно и очень ответственно. Это выражено в наших пословицах. Копейка рубль бережет, деньги счет любят. Больше всего мне нравится пословица, которая вовсе не о деньгах. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это говорит о том, что самое ценное на земле – дружбу, любовь, взаимопонимание не купишь ни за какие деньги. Это можно только заслужить добрым и честным отношением к людям. Доброго дня вам, друзья!